В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Новый спорткомплекс, детский сад и центр культуры. Сразу несколько объектов открыли в разных уголках Якутии. Праздники не за горами. Снабжающие предприятия региона будут работать в режиме повышенной готовности. Впервые с 18 декабря коэффициент распространения коронавируса в России снизился до единицы. Начнем выпуск со срочной новости. Только что стало известно, что самолет рейсом из Якутии в Москву выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы во Внуково. Повреждений нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Отличный подарок к Новому году получили жители Мегино-Кангаласского района. Новый многофункциональный спорткомплекс с бассейном «Парус» открыли в поселке Нижний Бестях. В мероприятии принял участие глава Якутии Сэн Николаев. Строительство объекта началось в мае прошлого года по нацпроекту «Демография». Площадь двухэтажного спортивного комплекса более 7 тысяч квадратных метров. Здесь расположились залы для занятий аэробикой, настольным теннисом и тренажерный зал, а также универсальный спортзал, бассейн и сауна. Более того, вход в здание со всех сторон доступен для людей с ограниченными возможностями здоровья. По словам главы региона, возведение таких объектов – это инвестиция в здоровое будущее страны. Сэн Николаев выразил уверенность, что теперь в районе появятся новые имена в спорте Якутии. А в селе Майя заработал центр культуры имени Дмитрия Ходулова. Вопрос строительства нового здания жители села активно поднимали на протяжении нескольких лет. Учреждение культуры располагалось в деревянном здании 1966 года постройки. Как теперь выглядит Дом культуры, расскажет Гульнара Амусова. В самом центре села теперь красуется большой современный культурный комплекс. Жители села давно мечтали о новом культурном центре и немало сделали для того, чтобы строительство завершилось. Конечно же, вот когда я в 2018 году встречался здесь с избирателями, когда они мне вручили салама консолидации, вот самая основная просьба у них была, чтобы такой центр культуры здесь в Майе появился. Объект введен в строй в рамках реализации подпрограммы содействия целевой программы целевого фонда будущих поколений Республики Саха-Якутия во имя будущего, которая финансируется за счет средств акционерной компании «Алроса». И мы должны в ближайшее время ввести также объекты здравоохранения, культуры и спорта в селе Батагай, в селе Зырянка и также в 2022 году в Намцах и Барагомцах. Проект культурного центра был разработан институтом Якутагропромпроект. Техническим заказчиком выступила дирекция по строительству. Объем инвестиций составил более 300 миллионов рублей. Вот получилось, вот мегинские ребята сами запроектировали, начали строить. И причем, значит, вот этот заказчик наш, он выбрал подрядную организацию местную, Мегинострой, тоже вот поэтому объект, получается, возведен силами местных ребят. Мы находимся на первом этаже здания. Здесь расположены административные кабинеты, гардеробная и обеденный зал на 100 мест. И, конечно же, сердце комплекса – это просторный концертный зал на 300 мест, который оснащен современным и новым оборудованием. Здесь же на втором этаже комплекса находится кинозал на 50 мест, где любителей кино ждет уютная атмосфера, мягкие удобные кресла, качественный звук и изображение. Теперь жители и гости села смогут увидеть мировые премьеры на большом экране. Также на втором этаже у нас размещены 3 зала, где будут заниматься дети детско-юношеского эстетического центра «Каталык», а также народные коллективы Народного театра имени Дмитрия Федоровича Ходулова. Новый современный комплекс внесет значительный вклад в развитие духовности и культуры населения. Гульнара Амусова, Мегино-Кангаласский улус. Хорошая новость и для жителей села Дикимдя Нюрбинского района. Там открылся новый детский сад на 35 мест. Объект построили в рамках национального проекта «Демография» за счет средств, поступающих в бюджет района от дивидендов компании «Алроса». Общий бюджет составил порядка 70 миллионов рублей. В этом году по всей республике будет введено 10 школ и 10 детских садов. В Якутии идет активная работа по ликвидации очередей в детские сады и второй смены в школах.
в планах на будущий год у нас грандиозные. Это значит строительство 17 новых школ и 15 детских садов. Я думаю, если пойдем такими темпами, то в ближайшее время проблему по второй смене в школах и по ликвидации очередности с 1,5 до 3 лет мы решим. 2021 год в Якутии объявлен годом здоровья. Об этом сообщил глава региона Айсен Николаев в ходе ежегодного послания Госсобранию Илтумен. Руководитель республики поручил правительству до 1 февраля разработать и внести на утверждение проект стратегического указа главы в сфере здравоохранения на период до 2025 года. Для координации новой стратегии Айсен Николаев объявил о создании Совета по благополучию и здоровой жизни. В его состав будут включены представители профессиональных сообществ, ученые, эксперты и общественные лидеры. Я считаю, что это очень правильный подход, потому что мы прежде всего должны думать о человеке, о его благосостоянии. А если человек здоровый, если он благосостоятельное у него вообще состояние его души, да, и тела, как говорится, тогда только будет идти хорошая, удовлетворенная жизнь. В режиме повышенной готовности во время новогодних каникул будут работать снабжающие предприятия региона. Энергобезопасность на новогодние праздники обсудили в режиме видеосвязи. Руководители организации доложили, что во всех подразделениях созданы аварийные бригады, утверждены графики бесперебойной работы, есть необходимый запас топлива. Между тем, как выяснилось, запас угля для теплоснабжения Алдана в котельных имеется только на несколько дней. Очередная партия топлива прибыла и ждет разгрузки на железнодорожном тупике. А в Нерюнгри обеспокоены ситуацией с отсутствием резервного источника питания на местном водоканале. Первый зампред правительства Алексей Колодезников поручил Нерюнгринскому водоканалу разобраться в ситуации с администрацией района. Обговорено то, чтобы обеспечено было взаимодействие с диспетчерских служб. Понятно, что длинные праздники новогодние дают дополнительный уровень ответственности для системы коммунального и энергетического комплекса. Мы готовы к прохождению длинных новогодних праздников и надеюсь, что инцидентов больших не будет. Но если будут, мы будем устранять, думаю, что оперативно. Все будут на связи. Все будут работать те люди, которые должны обеспечить надежную жизнедеятельность предприятий и отрасли. С начала года в Якутии зарегистрировали более 2500 пожаров. Об этом сообщает противопожарная служба Якутии. Сегодня в ведомстве подвели итоги уходящего года. Сколько человек погибло и пострадало? Сюжет Юрия Осипова. Пожарная часть номер 9 в Магане относительно новая, построена в 2015 году. На сегодняшний день личный состав части состоит из 16 человек. В зону ответственности части входит как весь поселок Маган, так и территория до 5-го километра Маганского тракта. Пандемия не обошла стороной и сотрудников противопожарной службы, внеся свои коррективы в их привычную работу. Изменился подход к организации и несению караульной службы. А именно, дежурные караулы при заступлении на дежурство между собой не контактируют. Личный состав находится в различных помещениях. Проводится неоднократная в течение дежурной смены неоднократная дезинфекция. По информации противопожарной службы республики, на территории Якутии дислоцируется 152 подразделения с общей численностью 2682 человека. Ее подразделениями охватывается 226 населенных пунктов. С начала года в Якутии зарегистрировали 2595 пожаров. Общий ущерб составил более 96 миллионов рублей. В результате погибли 62 и травмы различной тяжести получили 54 человека. Основными причинами пожаров по-прежнему остаются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей. Основными условиями возникновения пожаров в республике являются низкий предел огнестойкости зданий жилого назначения, высокая степень разобщенности территорий, неблагоприятные климатические условия. В преддверии новогодних праздников государственная противопожарная служба напоминает, что необходимо соблюдать осторожность. Чтобы ничто не омрачило праздника, при установке новогодней елки дома следует применять только технически исправные электрогирлянды и сетевые фильтры.
Юрий Осипов, Семен Семенов, Григорий Охлопков, Якутск. Коэффициент распространения коронавируса в России впервые с 18 декабря снизился до единицы. На этой же отметке находятся показатели в Москве, следует из подсчетов ТАСС на основе данных Федерального оперштаба. Коэффициент в регионах с наибольшим количеством заболевших фиксируется в районе единицы, что может говорить о стабилизации эпидемиологической ситуации. Коэффициент показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер. За минувшие сутки в Якутии зафиксировали 194 новых случая коронавируса. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Елена Борисова в ходе брифинга по эпидситуации. Глава Минздрава отметила, что в столице региона отмечается спад заболеваемости по COVID-19. В Якутске выявили 84 заболевших. Большое количество заражений фиксируют сразу в нескольких районах. В Мирнинском 20 случаев, в Мегино-Кангаласском 14, в Алданском 12 и в Нерюнгринском районе 10 случаев. От 1 до 6 заболевших выявили еще в 17 районах республики. В Кангаласском районе чествовали волонтеров всероссийской акции «Мы вместе». Напомню, она стартовала в конце марта по всей стране на фоне пандемии коронавируса. Волонтеры доставляли продукты, медикаменты пожилым и маломобильным гражданам. В Кангаласском районе к акции присоединились более 100 добровольцев. На сегодняшний день они уже обработали более 3000 заявок. Наиболее отличившимся волонтерам вручили ведомственные награды Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям республики и благодарственные письма главы района. Было, конечно, очень сложно, но мы справились. Нас 12 человек, волонтеров в поселке было, и старались выполнить все заявки по максимуму. Кто работал волонтером в вашем поселке? Учителя, сотрудники администрации, сотрудники детских садов. Ну, все, в принципе, вся рабочая молодежь, кто мог, те помогали. А как совмещали личную жизнь и работу с волонтерской деятельностью? Ну, все заявки мы старались оставлять на обеденное либо вечернее время. Но если лекарство что-то или срочно, то, конечно, приходилось отпрашиваться. И работодатели шли навстречу? Да, само собой, конечно, и администрация нашей организации всегда поддерживали. Спасибо им огромное. К этой минуте у меня пока вся информация. Мы продолжаем следить за развитием событий. Берегите себя, носите маски и перчатки, соблюдайте социальную дистанцию. До встречи в эфире.